совсем обычный выпуск программы «Абипара». Скорее всего, все будет в жанре «Заметки на полях». Я хочу вам рассказать о трехдневном лагере счастья для особенных детей. Они сами его так назвали. Посмотрев передачу, вы поймете, почему. Мы часто сочувствуем тем, кому выпала судьба быть ограниченными в здоровье. Однако они умеют прочувствовать радость чаще, чем мы, и глубже, чем мы. Все, что нас окружает, мы принимаем как должное и не умеем восторгаться мелочам. А они могут безумно радоваться даже улыбке. И пределом мечтаний может быть самостоятельно сделанный шаг. Пока я монтировала передачу, все время в голове крутилась фраза: «А кто из нас больше ограничен?» Эта история немного и о нас с Луманом. Впервые 4 года назад мы попали в этот лагерь. И теперь для нас традиция ежегодно посещать его. Поэтому в этой передаче я не просто журналист, а еще и человек, который оказался внутри ситуации. Тоня, ей 15 лет, волонтер. Она абсолютно здоровый подросток, но по зову сердца и доброте души готова любить и заботиться о детях с ограниченными возможностями. Я забываю частенько про интернет. Возможно, сейчас ее сверстники сидят в Инстаграме, выкладывая 50-ю фотографию селфи. А она готова искать несуществующий клад с детьми в инвалидной коляске, лишь бы они улыбались. Анри, 12 лет, живет в Сухуме, не первый раз в лагере. Смышленый парнишка, приветливый, но ограниченный в движениях. Диагноз – ДЦП. Для тебя. А бывает, что ты плачешь? Никогда не плачешь ты? А что тебя радует? Ну, то, что мы играем. Во что играешь? Например, там рисуем, что-то делаем, мячик играем. Какая-то грусть в глазах у Анри, даже когда он смеется. И вот как он это объясняет. Они ходят, мы не ходим. Мы болеем. Я хочу ходить, я волнуюсь за себя и много нервничаю, когда куда-то не берут. Меня радует, когда мы в этот лагерь приехали. Я очень люблю этот лагерь, и здесь очень весело. Все дети здесь. Мы вообще не хотели меня сюда вести, но я ее уговорила. Анрик очень мужественный и напористый. То есть он сам старается, сам говорит, что его злит, вы у него спрашивали. Он обычно злится только на себя, когда у него что-то не получается. То есть он старается и идет к своей цели. То есть он такой у нас целеустремленный. А это Сережа, душа компании, мальчик с синдромом Дауна. Их еще называют солнечными людьми. Сережа тому подтверждение. Веселый и дружелюбный. В лагере все знают, что он любит танцевать национальные танцы, и у него получается.
На самом деле хороших ребят здесь много, и от них исходит такое тепло, которое вряд ли найдешь у обычных людей. А главное, они умеют быть благодарными, как никто другой, даже за простую улыбку. Моя дорогая Ирина Розио, так мне хочется ее назвать. Когда впервые познакомились, я удивилась ее фамилии, но когда она заговорила на абхазском, я удивилась вдвойне. В моей крови есть итальянская кровь, да. Папа мой, а его дедушка, ну они жили в Польше, там долгая история, да. Из Италии они переселились в Польшу, с Польши они в Российскую губернию, там Липецкую область. Есть такие моменты, да. Но я себя больше ощущаю лыхнинской абхазской, потому что бабушка много вкладывала. И сейчас живу, да, в Лыхне. Ай, абсолютно. Игзерцада. Санду, сан, саща. У Ирины Розио интересная судьба. Живет она в Лыхне, замужем, мать 2 детей. Я свою жизнь разделяю вообще на 2 части. До рождения Адриана и после. Адриан – это как какой-то знак свыше, мне так кажется. Благодаря Адриану вообще я расставила свои приоритеты в жизни очень четко. Потому что старший сын Адриан особенный. Это он сейчас в кадре. Несмотря на тяжелый диагноз, Адриан активный, всегда улыбается. Он счастлив. Ирина ни на секунду не сдавалась и не падала духом. Она удивляется, когда ей люди сочувствуют, и не считает, что Адриан чем-то обделен и отличается от других. Однако добиться такого результата было нелегко. Пройдя через боль, я стала сильной. Я училась у людей, которые четко наставляли меня, как нужно с этим жить, как нужно научиться с этим жить. И вот в течение 10 лет у меня была борьба такая, очень тяжелая борьба самой с собой. То есть не показать ребенку свою слабость, при этом быть сильной, наставить его, научить его, чтобы у него не было вопросов ко мне, что почему что-то не так, чтобы он нигде не почувствовал, что что-то в его жизни не так. А это Лёва, душа компании, самый приветливый, всех знает поименно, всегда интересуется, как дела. Я хожу в спортзал, мне там нравится. Ну, сейчас здесь нравится. Ты можешь описать себя, вот какой ты человек? Ну, я чистый человек. Мне все нравится. Мне все нравится. Вот я не любитель дома сидеть. Я должен целый день занят быть. То есть я любитель на берег пойти, погулять. Я всему радуюсь. Вот я слушаю музыку, я радуюсь. Я сестру люблю, то есть брата люблю. Я всех люблю. Папу люблю, всех люблю. А кого не любишь? Такого нет человека, которого я не люблю. А здесь вот в лагере кто твой друг? Здесь Кто вот волонтер твой друг? его зовут Вася, и он очень хороший.
Вася, сколько Васе лет? Откуда он приехал? Знаешь про него? Он приехал с Москвы. Общение и работа с такими детьми очень воодушевляет. И то, как они умеют радоваться жизни, и это очень заряжает самого. И также помогает ценить жизнь и смотреть на жизнь по-другому. Денис, 11 лет, сам пожелал дать нам интервью. Все в лагере знают, что Денис веселый и радостный. Все, А почему ты все время улыбаешься? я такой человек. Три дня для меня мало. Кого запускал? Добрых людей, у кого доброе сердце. Того ты запускал бы в автобус. И бесплатно возил бы. Она хорошо со мной. Обращается. Особенный день в лагере, всеми любимый – ярмарка. Дети участвуют во всевозможных конкурсах. Кто выиграет, получает деньги. На эти же деньги здесь можно купить игрушки и сладости. Сколько заработал, столько и прикупил. И тут такое начинается. Каждая из этих матерей знает, какое это счастье, когда твой ребенок делает шаг, самостоятельно берет ложку, может сказать, что хочет. То, что другим детям достается как само собой разумеющееся, для этих детей результат невероятных усилий. Когда тебе доктор сидит, в лицо говорит, вы знаете, ваш ребенок никогда не пойдет. Вот с этим я не могла смириться, что никогда что-то не произойдет, вот то, чего я планирую. Да? У меня всегда на него были планы, что он будет ходить, что он будет учиться, что он станет, у него будет профессия. То есть у него будет абсолютно обычная жизнь. И вот с теми людьми, с которыми вот в жизни мне приходилось сталкиваться, которые сначала говорили, он не будет у вас сидеть, он не доживет до утра, он там, не будет, он будет растение у вас. Готовьтесь к этому, мама. Адриан никак не ассоциируется с растением. Наоборот, скорее с шустрым, добрым медвежонком. Это еще раз доказывает, что медицинский диагноз не приговор. Очень важно, кто рядом с ребенком и как поведут себя его родители. В этом смысле Ирина образцовая мать. В жизни я, например, верю, что бывают чудеса, что Бог может сделать все. Я сначала очень сильно злилась на Бога. Я задавала вопрос сама, вот напрямую Богу говорила, как так, вот что я сделала не так? Обследовали, все здорово, все хорошо. Мне почему-то казалось, что это что-то такое, за что-то у меня это произошло. А потом я поняла, когда время прошло, что Бог мне в этот момент, оказывается, помогал. После такой травмы, которая у него была, да, при рождении, это кровоизлияние в мозг, у них нет умственного никакого понимания вообще жизни, они-то на самом деле другие люди. Вера – очень важное слово в такой ситуации. Именно с верой в Бога и любовью организовывается этот лагерь для особенных детей. Тому подтверждение не только слова «Бог любит тебя» на майках, а реальные действия. Без рекламы для себя, без личной выгоды, скромно, спокойно, по-семейному. И каждый, и мама, и ребенок здесь ощущает, будто его накрыли теплым одеялом и согрели. Много лет занимаемся этой деятельностью, как это один из пунктов нашей деятельности, церковь, как институт, который, в принципе, и должен брать на себя эту ответственность за вот эти категории людей, которые нуждаются в помощи. Вот мы с прошлого года мы начали еще и лагерь для взрослых ребят, потому что когда-то они все вырастут, они станут взрослыми, они не всегда будут детьми, поэтому у них есть уже дальше, куда они могут и дальше приезжать, общаться, дружить и получать какую-то помощь. Трудно поверить, но это пастыри танцуют. Они участвуют в конкурсе.
кто же лучше станцует. Родители удивлены, казалось, чужие для них люди так стараются для их детей. А у детей восторг и радость. Так что же это, если не любовь к ближнему? В лагере много молодежи. Они из клуба End Life. Не жалея себя, с утра до ночи устраивают детям праздник. Переодеваются в любимые мультяшные персонажи, устраивают всевозможные конкурсы и соревнования. И, конечно же, победители ждут подарки. Учитывая, что здесь никогда не бывает проигравших, призы получают все. Вот она, даже документированная благодарность профессору и доктору Нефарию от Лерика. Только что подарили, я прям растаял, даже разволновался. Вот, ну сколько, это последний день, и вот такую вот прелесть мне подарили. Вот за вот этим вот стоит в лагере ехать. Так что я всем доволен, я счастлив. У Ирины большой личный опыт, как общаться с такими детьми, как развивать их и адаптировать к социуму. Теперь она может делиться своим опытом с другими мамами и помочь большему количеству детей. Ирина стала директором Центра по развитию особенных детей в городе Гудаута Асаркял. Адриан уже, я на него не смотрю как на ребенка, он уже какой-то парень. Я с ним могу посоветоваться, он очень хорошо мыслит, у него правильные какие-то идеи, он хочет учиться, он хочет развиваться, у него большие мечты. Это все благодаря Адриану. Вот, знаете, я иногда как думаю, что, может быть, это вообще дело всей моей жизни. Вот правда, это мое. Было очень сложно, да, там, найти место, вообще все так, социальная сфера, она такая немножко заброшенная людьми. Каждый думает, что его это не коснется никогда, и что это где-то там. Миранда, Алиса, Сережа, Лиана, Лева – имена, как и у всех обычных детей. Может, они и ограничены в действиях, в здоровье, но чувства такие же, как у каждого. Также хотят любви, теплоты, заботы и защиты. Более того, у этих детей большая самоотдача. Если любят, то искренне и до глубины души. Если добрые, то отдадут последнее. Если благодарны, то до слез. Мы, взрослые, граждане, страна, государство, должны проявлять заботу. Это уровень нашей цивилизованности, культуры и гуманности. И это не пафос, это эмоции, которые остаются после общения с особенными детьми. И такие, как Ирина, хорошо понимают, что нужно им. Пожелание или мечта? Я хочу помогать особенным детям, быть им полезным и быть рядом с Богом всегда. Все-таки я считаю любовь Бога вот, по отношению к моему сыну даже, не ко мне, что вот так вот все вокруг вот обрастает вот такими хорошими людьми. Данил Габня есть такой шикарный человек, он моя опора, стена, Дамур Таня. Это люди, которые вот мы втроем смогли вот это все сделать. Было сложно, было непросто. Но, слава Богу, теперь есть у нас центр в Гудауте, и, знаете, мы больше там вот, мы не медицинское учреждение. И вообще медицина не всегда может помогать. Мы больше беремся за, вот, как это сказать, эмоциональное, за счастливое вот состояние детей, находясь вот, во время нахождения в нашем центре. Здесь дружат не только дети, но и их мамы друг друга знают и поддерживают. Большое значение имеет эмоциональное состояние матери. Организаторы лагеря хорошо понимают, что на долю этих женщин выпала нелегкая ноша. Поэтому в лагере организованы разные кружки рукоделия, а также просмотр содержательных фильмов
и откровенного общения. Вот наши дети, они правда особенные, но не потому, что они ограничены в движении. Они особенные, потому что у них настоящая человеческая душа, настоящие человеческие чувства. Если они любят по-настоящему. Если они смеются так, что видно, вот, я не знаю, там все внутренности. Если они плачут, то они плачут, они друг друга поддерживают. Если они, я не знаю, все, вот у них все естественно. Вот как создал нас Бог, наверное, вот в этом во всем, они не умеют обманывать. Не хотелось бы программу о лагере счастья заканчивать на такой грустной ноте. Вряд ли судьба этих ребят и их мам похожа на мелодраму с беззаботным концом. Если были бы детские сады, способствующие их развитию, если бы школы с обучением по специальной программе, если бы колледжи для освоения профессии и, наконец, если бы у них была работа. Тогда они почувствовали бы, что нужны обществу, нужны своей стране. Однако слишком много «если бы». Это была программа «Абипара» на абхазском телевидении, а я ее ведущая Анна Гуния. Еще увидимся. До свидания.